7 апреля – Всемирный день здоровья, праздник здоровой нации. В этом 2024 году этому дню посвящена целая неделя мероприятий. С 1 апреля по 7 апреля называется «Неделя продвижения здорового образа жизни» в честь Всемирного дня здоровья. Здоровье – это ценность, которой человека наделила природа. Именно от него, от здоровья, зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни. Чтобы человек был здоров, необходимо вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье, снизить риск неинфекционных заболеваний путем контроля над поведенческими факторами риска. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Основные факторы, разрушающие здоровье, и которые мы, люди, человек может отрегулировать или полностью устранить, или снизить их риск, уровень риска. Одни из самых актуальных вопросов плохих факторов в жизни – это психоактивные вещества, прием психоактивных веществ, наркотики. О них много сказано, все это знают, что это зло в обществе нашем. Курение и пассивное курение. Пассивное курение и вдыхание задымленного табачного воздуха, что приводит к тем же заболеваниям, которыми страдает курильщик. Курильщик вдыхает дым, который прошел через фильтр сигареты, в то время как некурящий вдыхает абсолютно нефильтрованный дым. Этот дым содержит 50 раз больше канцерогенов, вдвое больше дегтя и никотина, 50 раз больше аммиака, чем дым, вдыхаемый через сигарету. Алкоголь. Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, трудноизлечимая она. Она развивается на основе регулярного и длительного потребления алкоголя, характеризуется особым патологическим состоянием, неудержимым влечением к спиртному, изменяющимся степени его переносимости и деградации личности. Алкоголь вредно действует на клетки головного мозга, парализуя их деятельность и уничтожая их. Пагубно влияет алкоголь и на другие органы, на печень, на сердце, легкие. Очень вредно влияет на обмен веществ. От последствий алкоголизма страдает все общество, не только человек, который принимает его, но и все общество. Но под угрозу в первую очередь ставится подрастающее поколение, дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущей матери. Следующий фактор риска – это стресс. В переводе с английского языка стресс – нажим, давление, напряжение. Стрессу подвержен любой человек, независимо от уровня образования, занимаемой должности, материального состояния. Стресс приводит к психоэмоциональным нарушениям. Это тревожность, депрессия, неврозы, упадок настроения или наоборот, перевозбуждение, гнев, нарушение памяти, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, ослабление иммунитета наблюдается. И список этих состояний еще можно долго продолжить, много заболеваний. Убрать из нашей жизни большинство стрессовых факторов невозможно, однако можно изменить восприятие, отношения и обезвредить их негативное влияние на наше здоровье и жизнь в целом. Снизить стрессовую ситуацию можно. Гиподинамия. В современном мире офисная работа, автоматизация производства, передвижение на автомобиле, развитие бытовой техники снижает потребность человека в движении. Низкая физическая активность способствует развитию заболеваний, таких как артериальная гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда, сахарный диабет, ожирение и остеопороз. Опять-таки мы можем
Нашими стараниями снизить уровень этого фактора риска. Даже обычная повседневная физическая активность, это прогулка по улице, выполняемая по дому работа, хождение по лестнице могут поддержать вес, поскольку в процессе этой деятельности сжигаются калории. В частности, в сельской местности, где имеется приусадебный участок, можно каждый день 1-2 часа работать. Это полезно, это хорошо. Занимайтесь спортом, это улучшает общее состояние организма и работу лимфатической системы. Не обязательно заниматься определенными специальными видами спорта. Есть понятие ходьба 30, 40, 60 минут в день до легкой усталости. И при этом рекомендуется 10 тысяч шагов в день. Так оценивается объем достаточной физической активности. Это не требует от вас посещения специальных спортивных залов, денежных затрат. Всего-навсего свободное время от основной работы ходить. И ходить желательно в лесопарковой зоне, где воздух чище, где больше кислорода, что очень важно при мышечной активности. И запомните, 10 тысяч шагов в день. Хорошо приучить себя ежедневно утренней физзарядке. Мы каждый день, как встаем, умываемся, так нужно приучить себя и к утренней физзарядке. Очень полезно. Следующий фактор – это питание, фактор питания. Здоровое питание должно быть, чтобы человек был здоров. Здоровое питание – очень обширное понятие, однако основные принципы рационального подхода к правильному питанию следующие. Ограничение животных жиров, особенно внутреннего жира. Включение в рацион больше растительных продуктов. Исключение из повседневного рациона быстрых углеводов – это сладости, мучные изделия, печеные, газировки, фастфуды, чипсы и много других продуктов, не очень полезных. Переход на дробное питание, то есть небольшое количество пищи за один прием. И перейти на пятиразовое питание. Употребление продуктов, богатых витаминами. У нас в организме витамины не образуются, не вырабатываются. Они все или продукты их образования, или сами витамины должны попасть извне. 5 жирорастворимых витаминов и все остальные водорастворимые. Жирорастворимые еще какое-то время могут удержаться в печени и в жировой ткани, подкожной жировой ткани, но остальные водорастворимые, они в основном каждый день должны поступать в организм, они потому что вымываются из организма ежедневно. Еда должна содержать достаточное количество белка, и в связи с этим нужно достаточно употреблять мясо, рыбу, птицу, яйца, молочные продукты, блюда молочные, орехи. Для здорового организма необходим полноценный сон. Крепкий ночной сон – один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, которые спят 7-8 часов в сутки, в день, сутки, однозначно поступают правильно. Но и больше 8 часов тоже не рекомендуется спать. Хороший ночной сон увеличивает уровень гормона мелатонина, что укрепляет иммунную систему. Проще переносится при нормальном уровне этого гормона стрессовые ситуации, физические перегрузки. И поэтому именно акцент делается на ночной сон с 10 до 4 часов утра. После 4 часов гормон мелатонина образование снижается уже, идет на убыль. Здоровая сексуальная жизнь благотворно влияет как на здоровье мужчины, так и на здоровье женщины. Все эти поведенческие факторы риска для здорового человека, для хорошего здоровья человека. И из всего сказанного очевидно, что первостепенная роль сохраняется в сохранении и формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его здоровому образу жизни, ценностям и установкам. И поэтому не забывайте про свое здоровье, что ваше здоровье в ваших руках. Не будьте заложниками своих вредных привычек. Откажитесь от курения, от алкоголя. Больше двигайтесь.
Старайтесь проще относиться к незаурядицам и житейским неприятностям. И в этом не только сами соблюдайте эти пункты, эти правила, но и помогите своим близким, окружающим, своим людям. Будьте сами здоровы и берегите своих близких. Пользуясь эфиром, хочу көз зи ватанахлияр, зи районахлияр, көз муқаралуғза сивхин суварм баракхой. Күйк олера hürmet, bereket sağ ol koy. Harsı qısok olaq köz alat batak ismet koy, köz şadviler qısovler koy, kük olera köylik ara sağra.